Если Ткаченко принял решение пойти в политику, ну, я не вижу здесь ничего странного. Ну, давайте будем уже откровенными. Ткаченко, при всей сложности его характера, как говорится, и он все равно как бы в нашей стране медиа-менеджер номер один. Это правда. И об этом как бы говорят все его коллеги, оппоненты и ненавистники. А зачем в Раду им? Ну, он хочет пойти, может, хочет пойти. Он не бедный человек, у него есть понятный бизнес, у него есть, он может себе зарабатывать, кстати, занимаясь творчеством, да, то есть абсолютно, он же снимает фильмы и так далее, и так далее. То есть, но не за деньгами, короче говоря. Ну, я думаю, нет, я думаю, у него есть амбиции каким-то образом. Я слышал, по крайней мере, о том, что у него есть амбиции каким-то образом влиять на Киев, потому что он давно занимается. Вот это, там, план реконструкции Подола, и там плюсы тоже этим занимались. Мэр хочет? Я не знаю по поводу мэров, потому что... Но я знаю, что... Я знаю другое. Я знаю, что только пошли слухи, а Кличко уже, пардон, укакался, уже начал создавать, перетягивать себе, переназначать директоров. То есть там смысл такой, что если вдруг его переизберут, если вдруг Ткаченко назначит президент главой КМДА, вот, то у него практически ничего не останется в подчинении. Вот, потому что Кличко в мэрию все эти департаменты, структуры там быстренько все переводит. Да. Но это уже был скандал да, уже по этому поводу. Хочет заниматься Киевом, он давно этой темой как бы одержим, потому что это нельзя назвать увлечен. Вот у него даже в кабинете висит вот это план реконструкции, везде вот это все. То есть хочет, пусть идет. Да, это хорошо.